под командованием Атабая был молодой и храбрый чеченец Варагихинский, который командовал одним из отрядов Атабая. Не раз доказав в бою свою отвагу и смелость, он заслужил быть командиром. «Не будет на моей земле свободно разгуливать враг», — сказал Вара, обращаясь к одному из своих воинов. Он участвовал во всех сражениях, которые длились с 1860 по 1861 годы. И после того, как царские войска приняли некоторых руководителей и бывшего командира Атабая, Варагихинский не сложил оружие и продолжил борьбу. Он начал убивать предателей, и когда некоторые из его тейпа начали его упрекать за это, он произнес следующие слова: «Пока я буду жив и здоров, я буду мстить предателям и не дам им пощады». Шел 1865 год. Варагихинский со своим отрядом возвращался в Атаги, чтобы увидеться с семьей, женой и 2 сыновьями. Они переплывали реку Аргун со стороны Чечен-аула. Вара заподозрил что-то неладное, и он сказал своим мюридам: «Отправляйтесь к своим семьям, дальше я пойду сам». Как только мюриды Вары скрылись из виду, почти сразу произошло его сражение с большой группой царских солдат. Их сюда привел доносчик, имевший кровную месть к Варе. Выследив его, доносчик сообщил все, что знает царской власти. 3 часа Варагихинский отважно сражался против врагов. Будучи раненым, сам читал себе отходную молитву Ясин. Когда кончились боеприпасы, с молитвой на уста бросился шашкой на солдат и порубил многих, пока не упал замертво. Народ был настолько возмущен вероломным убийством Вары, что по дорогам Чечни были воздвигнуты шесты народного проклятия Карлыга, в который каждый прохожий чеченец бросал камень проклятия в адрес того, кто предал Варагихинского. Храбрость и отвага этого воина поражала даже врагов, и он запомнился в истории Нохчи как доблестный сын, продолжавший борьбу и после того, как основные силы сопротивления были подавлены. Да примет Аллах его шахаду.